этой сессии будут рассмотрены ряд таких достаточно интересных вопросов для граждан, для населения республики. Будет утвержден примерный план деятельности на 2016 год и контрольных мероприятий на 2016 год. Поскольку название примерный носит, то понятно, что в него могут быть внесены изменения. 67 предложений по нормотворческой деятельности и 32 мероприятия по так называемых контрольных мероприятия. И разбиты по блокам: это и повышение качества жизни раздел, обеспечение устойчивого развития экономики республики, повышение эффективности государственного управления в республике и развитие института гражданского общества. Понятно, что у нас на контроле будут вопросы, среди мероприятий будут вопросы социального обеспечения, такие очень актуальные вопросы, да, в связи с принятием последних законов. Будут вопросы в сфере социального обслуживания населения, поддержки благотворительной деятельности, бесплатное предоставление земельных участков льготным категориям населения. В общем, предполагается очень плотная работа в этом году, в 2016 году. Еще один закон, который вносит изменения в закон Республики Коми о вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощи в Республике Коми. Закон, который создает более благоприятные условия для наших адвокатов, для наших юристов, которые оказывают бесплатную помощь соответствующим категориям населения, которые определены, в свою очередь, федеральным законом о бесплатной юридической помощи. Статистика показывает, что в 2013 году у нас таких юристов было 15 человек, в 2014 году это уже было 5 человек, а в 2015 году 4 человека, это адвокаты, которые работали в 4 сельских районах. И анализ показал, что проблема в такой достаточно низкой стимулировании деятельности, в низких расценках, которые по оказанию соответствующих услуг населению. Поэтому повышены такие ставки, так скажем, да, оплата практически в 2-3 раза по отдельным видам услуг юридических для льготных категорий населения. Мы очень надеемся, что это заинтересует наших адвокатов прежде всего. И еще один такой нормативный акт – это постановление Государственного совета Республики Коми о проектах федеральных законов, направленных на регулирование общих принципов организации деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации. Вот на уровне федеральном планируется принятие 2 законов, которые регулируют деятельность общественных палат субъектов Федерации. Я хочу сказать, что наконец-то вот эта работа по развитию, так скажем, институтов гражданского общества, она в такое системное русло выходит на уровень систематизации, потому что опыт деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации говорит о том, что они регулировались, исходя из, так скажем, собственных представлений каждым субъектом Российской Федерации в этом плане. И проект федерального закона, который мы будем поддерживать, он говорит о том, в частности, он определяет, например, количественный состав членов общественной палаты субъекта, который не может составлять менее 21 человека и более 102 человек. Это набор базовых функций и полномочий общественных палат. Предполагается, что установить 3-летний срок полномочий общественных палат. Вы знаете, что у нас на 2 года общественная палата избирается. Кстати, принцип выборов членов общественной палаты в федеральном законе точно такой же, как в нашем законе.
Значит, общие подходы, регулируются полномочия по проведению общественных экспертиз. Мы, например, на законодательном уровне очень ждем от Общественной палаты активного включения в экспертизу нормативной деятельности правовых актов. И хочу подчеркнуть, что, конечно, закон носит базовый характер, и региону тоже предоставляется возможность с учетом своих специфик тоже свои законы принимать, отдельные положения уточнять. Вторым проектом федерального закона предлагается отнести вопросы организации обеспечения деятельности общественных палат субъектов к полномочиям субъектов Российской Федерации. То есть какой статус в этой части с точки зрения содействия деятельности общественных палат, это уже будет определять субъект Российской Федерации. Известно, что в нашем субъекте эта практика, в общем-то, она устоялась. И Общественная палата, которая у нас в России была создана одной из первых, она у нас достаточно успешно работает по настоящее время.